Здравствуйте, вы смотрите «Актуальное интервью». В студии работает Кристина Якупова. В регионе готовятся к предстоящему паводку. Повышение уровня воды с достижением критических отметок ожидается на 14 реках и в 98 населенных пунктах. О подготовке спасателей к половодью поговорим сегодня с начальником управления гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по республике Александром Никифоровым. Александр Дмитриевич, здравствуйте. Расскажите о прогнозе на весенний паводок. Здравствуйте. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и окружающей среды, в этом году на реках республики снегозапасы в пределах нормы. За исключением, получается, у нас на реке Лена с населенного пункта Сангар до населенного пункта Кюсюр идет превышение. На реке Алдан это в пределах Тампонского района. На реке Колыма на территории Среднеколымского района и на реке Амга, это центральная часть реки Амга. По толщине льда, получается, у нас превышение идет в нижнем течении реки Лена и на всем протяжении реки Колыма. Долгосрочный прогноз о вскрытии рек на территории Республики Саха-Якутия и уровни воды, которые мы будем ожидать в этом году, Якутским управлением гидрометеорологии и окружающей среды в виде бюллетеня будет выпущено 16 апреля текущего года. Естественно, когда этот бюллетень будет, мы можем сделать более подробный прогноз по прохождению весеннего половодья. А на каких территориях региона половодье начнется раньше времени и каким территориям угрожает подтопление? Если рассмотреть сроки вскрытия рек, то по данным, опять-таки, же Якутского управления по гидрометеорологии и окружающей среды, в этом году вскрытие рек будет близко к средним многолетним нормам. Исключения могут составить от 1 до 3 суток. Что касается по подтоплению населенных пунктов, здесь все зависит от заторообразования на реках республики. В этом году, исходя из данных, опять-таки, на сегодняшний день, мы прогнозируем, что заторообразование на реке Лена будет это в пределах Ленского района и городского округа город Якутск. На реке Алдан это в пределах Тампонского района. На реке Амга это в Амбинском районе возможное заторообразование. И на реке Колыма это Среднеколымский район. В реестр на сегодняшний день на территории республики попали 123 населенных пункта, которые могут попасть под подтопление. Из них 98 населенных пунктов – это по риску весеннего половодья. В данных населенных пунктах у нас проживает более 26 тысяч человек, попадает более 7 тысяч жилых домов, порядка 56 объектов экономики и 50 объектов жизнеобеспечения. На сегодняшний день во всех данных населенных пунктах проводятся все необходимые подготовительные мероприятия. А какие превентивные мероприятия необходимо выполнить до начала таяния льда? Спасибо за этот вопрос. У нас ежегодно в Республике Саха-Якутия проводится научно-технический совет Ленского бассейнового водного управления, где мы рассматриваем, какие превентивные мероприятия мы будем проводить на реках республики. По решению этого года на реках республики планируется провести превентивные мероприятия в виде зачернения и распиловки льда. Это более 72 участков на 14 реках республики. Данные работы на сегодняшний день начались уже на территории Ленского района и Алданского района. Данные работы должны будут завершиться в 3-й декаде этого месяца. Далее, какие еще превентивные мероприятия у нас проводятся? Это у нас, опять-таки, Якутским управлением по гидрометеорологии совместно с муниципальными образованиями проводится подготовка всех гидропостов, которые будут задействованы во время прохождения весеннего половодья. Это их более 180 гидропостов. А также идет проверка сил и средств готовности к весеннему половодью. А расскажите еще подробнее про противопаводковые мероприятия. На территории Республики Саха-Якутия в соответствии с распоряжением правительства Республики Саха-Якутия и решениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению безопасности Республики Саха-Якутия на сегодняшний день проводятся следующие мероприятия муниципальных образований. Это на сегодняшний день полностью уточнены все планирующие документы, уточнены силы и средства, которые будут задействованы к безопасному пропуску паводковых вод.
Далее у нас идет подготовка всех пунктов временного размещения. В этом году их будет 252, вместимостью более 20 тысяч человек. Министерством сельского хозяйства проводится работа по проверке мест отгона скота и по заготовке сена. Ну, для этого крупного рогатого скота получается. И идут совместные работы по проверке гидротехнических сооружений, защитных дам населенных пунктов. В принципе, вот такие вот мероприятия проводятся. Ну и еще акцентирую внимание, что на сегодняшний день в соответствии с распоряжением и решением, опять-таки, правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в 9 муниципальных районах проводятся командно-штабные учения. Данные учения проведены в Алданском районе, в Ангинском районе, Татьевском, Чурапчинском районах. На этой неделе будут также спланированы и проведены данные учения в Тампонском районе, Ленском районе и Алепинском районе. А сколько человек и техники будут задействованы для ликвидации чрезвычайных ситуаций при половодье? По уточненным сведениям, в этом году у нас будет задействовано более 16 тысяч человек, более 200 единиц техники, 10 воздушных судов, беспилотные летательные аппараты. Будут задействованы 2 воздушных судна Ми-8 МЧС России, в готовности еще использовать 2 воздушных судна. Далее у нас в муниципальных образованиях и на республиканском уровне подготовлены спасательные службы. Спасательные службы МЧС России также готовы оказать все необходимые содействия в прохождении весеннего половодья. А в прошлом году на территории региона начал свою работу мобильный приемно-передающий комплекс МЧС России. Будет ли он работать в этом году? Да, действительно, благодаря совместной работе правительства Республики Саха-Якутия, Роскосмоса и МЧС России в прошлом году на территории республики действительно начала работу мобильно-приемо-передающий комплекс Роскосмоса. Данный комплекс позволяет получить оперативно космические снимки по прохождению ледохода на реках республики, а также по мониторингу лесных пожаров на территории республики. В этом году данный мобильно-приемо-передающий комплекс также будет работать на территории республики и приступит к своей работе с 15 апреля текущего года. А как муниципальное образование готовится к паводку? Муниципальное образование, как я уже остановился, вот мы начали работу по проверке этих муниципальных образований, по проверке готовности и сил. И надо сказать, что вот в перечисленных муниципальных образованиях на сегодняшний день готовность проведена на должном уровне. Как я уже сказал, уточнены резервы финансовых материальных ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, подготовлены пункты временного размещения, места отгона крупного рогатого скота, возобновили свою работу межведомственные рабочие группы по безопасному пропуску паводковых вод, уточнены состав комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципальных образований. Вот таким вот образом. А в этом году превентивные мероприятия отличаются чем-то от прошлых лет? Вы имеете в виду превентивные мероприятия, которые проводятся по линии Ленского бассейноводного управления по зачернению распиловки. В этом году, в принципе, больших изменений нету, потому что у нас на территории республики, в принципе, все затороопасные участки известны, реестр затороопасных участков имеется, и, соответственно, все превентивные мероприятия проводятся именно на этих участках, чтобы минимизировать заторообразование на реках. А каждый год спасатели выезжают на опасные места. В этом году планируется ли? Да, в этом году тоже мы планируем, такой план у нас имеется. Распределение спасательных формирований, которые находятся на территории республики, и не только республиканские формирования, а формирования МЧС России, которые находятся в Дальневосточном федеральном округе, они действительно будут задействованы уже ранее утвержденными планами в тех населенных пунктах, которые будут прогнозированы наиболее подверженному весеннему паводку. Александр Дмитриевич, спасибо, что ответили на наши вопросы.
А я напомню, о подготовке спасателей к половодью мы поговорили с начальником управления гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по республике Александром Никифоровым.